Вейпинг или процесс курения электронной сигареты производители пропагандируют как безопасную альтернативу обычному табаку. Не что иное, как маркетинговая уловка. Коварство приспособлений в том, что их используют чаще, чем сигареты из-за содержащихся вкусовых добавок. И да, они формируют никотиновую зависимость. Разбираемся, так ли опасны электронные сигареты, и узнаем, какие законодательные инициативы могут ограничить ввоз и продажу на территории республики электронных сигарет. Вейпинг набирает популярность в Абхазии главным образом среди подростков, что стало причиной принимать ограничительные меры на законодательном уровне. К нам начали обращаться родители и учителя школ с просьбой обратить внимание на эту проблему. Потом, когда начали углубляться, у меня дети ходят в школу, старшие девочки, они вот в 10 школе учатся, я начал так с ними общаться, беседовать, они говорят, особенно старшая, она в 6 классе учится, она говорит, что больше половины ребятишек иногда балуются вот этими устройствами. Вот начали копаться, я направил запросы и в Государственный таможенный комитет с просьбой предоставить информацию об объемах завозимой в Абхазии этой и подобной продукции. Кроме того, конечно же, обратился прежде всего и в Министерство здравоохранения Республики Абхазия, чтобы они дали медицинское заключение о вреде данных устройств использования. Но это относительно новое изобретение. Вот эти так называемые средства электронной доставки никотина, они стали популярны буквально последние, может быть, 3-5 лет. Да, и в Абхазии, в частности, тоже. Просто этому мало уделялось внимания. А вот, как я уже говорил ранее, ввиду того, что там и родители, и учителя школ начали наше внимание обращать на эту проблему, начали заниматься. И родился проект этого закона. Он будет рассматриваться на комитете в ближайшее время. После того, как на комитете будет дана ему соответствующая оценка, рассчитывая на то, что он будет вынесен на заседание сессии, где коллеги смогут оценить. Я не буду сейчас называть ни имен детей, и даже не буду говорить, какая школа, но это Сухумская школа, в которой мы работали с одним из мальчиков, очень переживали за его судьбу, он пропускал уроки, понимаете, и были всякие другие какие-то еще факторы, почему мы туда ходили. И мы вдруг случайно совершенно выяснили, что, оказывается, в этой школе ребята несовершеннолетние, они приносили так называемые эти вейпы, или мы говорим, что это как бы электронные сигареты, и что у кого-то из детей это вызвало даже аллергическую реакцию, и вызывали скорую, ребенка увезли. И когда мы начали об этом говорить и интересоваться, и тогда я, считайте, что впервые как-то столкнулась с тем, насколько вредны эти электронные сигареты. Казалось так, что эти электронные сигареты, в моем понимании, видимо, таком обывательском, так скажем, я думала, что электронные сигареты могут заменить курение настоящих сигарет, и что безопасная альтернатива, да? И что это как бы безопасная альтернатива. Я думала, пусть они лучше это курят, чем будут настоящие обычные сигареты, в которых есть много никотина и так далее. Но когда мы начали читать и интересоваться, что это такое, то увидели, что, оказывается, они довольно-таки вредны и вреднее, чем обычные сигареты. Бум на электронные сигареты среди молодежи сейчас в самом разгаре. И вообще глупо отрицать, что такой проблемы нет. Проблема такая есть. И я бы ее, знаете, даже позволила себе назвать какой-то трансформированной субкультурой среди молодежи нынешней. Производители этих вейпов кричат громко о том, что цель, их аудитория не была рассчитана ни в коем случае на подростковый возраст, что получилось как-то так само по себе. Но тем не менее в социальных сетях все-таки нет и проскальзывают ролики короткие, где рекламируют эти вейпы именно подростки, либо очень молодые люди, юные. Ведь это тоже какой-то рекламный ход. Поэтому, когда мы говорим о том, что дети говорят о том, что это безопасно, это миф, что кроме ощущения каких-то вкусов ничего не происходит с организмом, конечно же, это полная ерунда. Потому что если мы с вами сознательно подумаем о том, что такое, мы знаем, массовое среди молодежи, которая бы пользовалась столь таким успехом и приносила пользу. Образно говоря,
витаминотерапия или книготерапия, я утрированно говорю, такого нет, да, то есть бесплатный сыр только в мышеловке. Как доктор я слышу от, не столько там сейчас, скажем, от родителей, чтобы они обращались к врачу, сколько уже так мы от тех же своих сотрудников или от близких, от знакомых, из разговоров, что очень много школьников употребляют, используют вейпы в повседневной жизни, скажем так, чтобы как бы не начать курить. Массовое производство и продажа электронных сигарет началась в 2000-х годах, когда был введен запрет на курение в общественных местах. Они удобны, не оставляют неприятного запаха и дают разнообразные вкусовые ощущения. О вреде никотина уже много написано, уже изучено. Его вред неоспорим на здоровье человека. Ни один врач, вообще ни один врач вам не скажет, что курение сигарет – это безвредно и безопасно. И поэтому производители вейпов рекламировали свой продукт как именно для того, чтобы побороть никотиновую зависимость. Вот. И кроме того, нету пепла, нету неприятного запаха при курении вейпов. Ну еще их стоимость относительно дешевая. И они как бы длительного использования, скажем так. Масштабных клинических наблюдений над тем, как аукнется вейп на здоровье электронного курильщика, пока нет. Да, в электронных сигаретах нет процесса горения, но в них идут другие реакции. Жидкости в этих устройствах содержат около 30 токсических веществ, вроде как меньше, чем в обычных сигаретах. Но уже сейчас в различных источниках публикуются материалы, где говорится о том, что от разогретой субстанции могут пострадать не только легкие курильщика, но и его сердечно-сосудистая система. Мы не знаем еще отдаленных последствий, какие будут через 30 лет, через 40 лет или у следующих поколений. То есть, одно знаю, что когда человечество придумывает способы уходить от одной зависимости с помощью другой, допустим, то изобретается еще более опасные наркотики, еще более опасная зависимость. Исторически так происходило. Когда хотели лечить опийную зависимость, был изобретен героин. Когда хотели лечить героиновую зависимость, изобрели метадон. И наркогенность наркотика росла. А тут с никотином такая же, чтобы уйти от никотиновой зависимости, теперь придумали вейпы, и я не думаю, что их использование будет таким безобидным. Особенно те наблюдения, те исследования, которые уже имеются, говорят о том, что особо опасно их использование для подростков, беременных женщин, пожилых людей или для людей с различными аллергиями. Вот именно для этой категории очень опасно использование вейпов. Во-первых, вызывает психическую зависимость. Во-вторых, очень вредно влияет на дыхательную систему. Даже просто пар воды, если постоянно вдыхать и выдыхать, даже это вредно. А уже не говоря о химических различных веществах и составах, которые они вдыхают. То есть это канцерогенный, вызывает, даже так называют, попкорновая болезнь называют, потому что на фабриках, где изготавливали попкорн, их обрабатывали какими-то эфирными маслами, запах, вы же знаете, специфичный. И именно вдыхание, это не поедание потом попкорна, а во время изготовления вдыхания этих маслов вызывало развитие заболевания бронхов. И так и называли попкорновая болезнь. У работников этих фабрик это развивалось. То есть что происходит? Происходит сужение бронхиол. То есть мелких бронхи, когда разветвляются, и в конце уже мелкие эти окончания бронхов называются бронхиолы, которые сужались. И это постепенно приводило к заболеванию бронхиальной системы. То есть это недостаточность легочная, это бронхиты, заболевания именно дыхательной системы. И если это в осложненном, уже состоянии, таком запущенном, кроме пересадки легких, как говорится, это ничем не лечится, в тяжелых стадиях я имею в виду. И поэтому у курильщиков этих вейпов тоже отмечается именно заболевание такое и сужение бронхиол. Это. Плюс, конечно, влияет отрицательно эти масла, там содержится глицерин, пропиленгликоль, при распаде которых образуются различные канцерогенные вещества, токсичные, вызывают развитие онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Для подростка нету разницы,
курение вейпов или курение сигарет. В любом случае, после вейпов, естественно, он перейдет на курение сигарет или там айкосы, другие какие-то будет пробовать, значит, курительные или парительные всякие гаджеты. Но, то есть это все равно, на этом не остановится процесс. Если мы глубоко копнем состав этих вейпов, то они состоят прежде всего из там и глицерин, и пропиленгликоль, и никотин иногда в 90% присутствует все-таки, и всякие ароматические добавки. Но обычно дети, которые знают немножечко химию, они говорят, что вот посмотрите, родители, там мама, папа, глицерин, он вообще безвредный. Ну, теоретически да, но кто глубоко хорошо знает химию, он скажет, что при нагревании до 300 градусов происходит выделение из этого глицерина токсинов. И эти токсины, как раз-таки, они губительные, попадают, значит, на всю дыхательную систему и вызывают какие-то измененные процессы в организме. Естественно, не разово, естественно, это длительный хронический такой процесс. Вот. Поэтому, если уж мы взрослые, я образно говорю, являлись создателями такого оружия, а, кстати, в Первой мировой войны подобные явления применяли как биологическое оружие, то есть нагревали глицерин и распространяли как биологическое оружие. Вот. И если уже мы взрослые взялись за это дело, то на нас, взрослых, я считаю, лежит и ответственность показать молодежи, насколько это вредно. Это родители прежде всего, конечно, это педагоги, это медики, то есть, в принципе, все структуры, вот, которые взаимодействуют с детьми. Рынок растет вместе с увеличением числа вейперов. Цены на эти устройства разные, от бюджетных моделей за 600 рублей до 1500. Чем мощнее, тем дороже. Продавец одного из столичных табачных магазинов подтвердил рост продаж электронных сигарет и снижение числа продаж классических сигарет. Заходят в магазин и дети. Много было ситуаций. Дети приходят, которым даже нет 14, например, и такие: можно мне электронную сигарету? Конечно, спрашиваю, я вижу, что ему нет 18, но спрошу паспорт. Паспорта нет, он говорит, мне даже 14 нет. Мы отправляем домой за паспортом. И они не приходят больше к нам. И они приходят со старшим Со старшим братом, со старшим другом, да. Там может дядьку кого-то на улице попросить. Многие так делают. Даже вот просто кофе сидит, человек пьет, к нему подходит, купите, он купит. Если берутся, которые так повыше, побольше, покрепче, побольше затяжек, ну где-то 1500. Но эти деньги у этого ребенка есть. Компактная одноразовая электронная сигарета «Вака» у сухумских парильщиков особенно в ходу. Производитель предлагает различные вкусы, начиная от классического табака, заканчивая фруктовыми миксами. Вся популярность в крепости устройства. 5% никотина. Вкус капучино. Вкус капучино. Конечно. Они с разными вкусами? Да, конечно, со всеми. Там и фрукты, даже морская вода есть. Это такая себе тема. Вот. Это самое популярное вот сейчас среди подростков, Да, среди вообще... да. Вот в заключении Минздрава, которое мы получили, кстати, говорится о том, что они вызывают привыкание. И чем больше ты употребляешь, тем, конечно, организм начинает требовать больше. И вот эти легкие, так называемые, они уже становятся неэффективны. Ну, как бы нету насыщения организма, и организм постоянно требует, видимо, большей дозы. И это очень опасно, потому что с очень раннего возраста организм начинает привыкать к различного рода вот таких вредным вещам, так скажем, да. Впоследствии это может стать, не хочется об этом говорить, но тем не менее не проговорить тоже не можем, потому что специалисты на это обращают внимание, что впоследствии это может быть таким как бы катализатором перехода к более сложным синтетическим вещам, да, в том числе и наркотического характера. Крайне внимательно, считаю, нужно относиться к этому вопросу и рассчитываю на поддержку коллег в части голосования за данный проект. Надеюсь, таким образом, вот еще раз повторюсь, мы создадим дополнительные условия обеспечения безопасности и здоровья нашего подрастающего поколения. Человек зависим от этого становится.
Вот. Ему как бы легче потом общаться, кажется, с помощью вот, когда курение вейпов происходит, как вот и сигарет. Бывали такие случаи зафиксированы, когда там взорвалась она, они могут там взорваться что-то. Но это редкие случаи прямо, но все-таки такие случаи зафиксированы, когда произошло взрыв во время его употребления. Я не думаю, что у нас родители как-то к этому будут относиться так, что, мол, это невинное баловство. Все-таки если родители тоже будут что-то замечать, иногда, вы знаете, в школе больше замечают учителя, нежели даже родители дома. Как-то вот потом у родителей есть же такая чуть-чуть позиция, это неосознанно, иногда не хочется видеть что-то опасное и плохое. Как-то все-таки в школе учителя больше замечают. И вот информировать родителей о каких-то таких вещах. Председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия еще год назад обращалась с письмом в Минздрав и МВД республики с просьбой обратить внимание на рост популярности электронных сигарет у детей и подростков. Судя по письмам, оно было написано и послано им 25 ноября прошлого года. За весь этот год, к сожалению, ответов у нас не было на эти письма. Единственное, что вот потом какой-то последовал как бы в МВД, была какая-то вот типа как они, видимо, проверили магазины, и было какое-то практическое как бы действие, но не на законодательном уровне. Сегодня вот я, например, когда это у нас происходило, я прошлась по ближайшим нашим магазинчикам и тоже увидела то, что они там это продают. Я им говорила, и продавцам, и заведующей магазина, например, сказала, что это очень опасно, что если у ребенка будет аллергическая реакция, которая может вызвать, не дай бог, остановку дыхания, говорю, а потом, когда родители пойдут по следам и узнают, что у вас купили, я со своей стороны как бы вела эту пропаганду в том, чтобы они не покупали или, вернее, не продавали это. Но вы знаете, что то, что говорили продавцы, что в основном люди берут обычные сигареты, а эти не очень-то. Но вот эти почему-то, вот как здесь уже вам сказали, увлекаются именно дети, несовершеннолетние, чей организм еще не окреп, и физически, и морально, и так далее. Они не понимают всего вреда, который может нанести им вот эти вейпы. Продажу электронных сигарет запрещают 32 страны. 79 регулируют их оборот законодательными мерами. Таможенный комитет Абхазии предоставил нам данные, согласно которым в 2021 году в республику было ввезено почти 60 тысяч устройств. В 2022 году гораздо меньше – 7200. А за 10 месяцев текущего года снова рост – более 38 тысяч штук. Проект закона, инициированный депутатом Инаром Бицба, предусматривает полный запрет на ввоз и продажу в Абхазии такого рода продукции. Абсолютно разных стран опыт мы использовали, начиная от стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заканчивая европейским опытом, да, но в основном это страны, которые с высокой социальной ответственностью. Да, сейчас перечислять не хочется, но эффект внедрения подобного рода законопроектов уже ими наблюдается и оценивается как гораздо высоко положительно. Что в России? В России на данном этапе действует запрет на продажу данного вида продукции несовершеннолетним детям. Но там больше механизмов осуществляет контроль. У нас есть сомнение, что этот контроль не будет эффективен. На наш взгляд, половинчатое решение не даст эффекта, необходимого для того, чтобы оградить, в частности, несовершеннолетних детей от использования этих средств, которые действительно наносят большой вред здоровью. Да, и уже известно, что вейпинг, да, и у нас это еще ашками называют, да, воздействует на защитные барьеры легких, провоцирует развитие инфаркта миокарда, да, и инсульта, онкологических заболеваний. Кроме того, в последнее время в Абхазии наблюдается стремительный рост оборота этих устройств. И плюс работает такая агрессивно продвигается реклама этих устройств. Ну и родителям сложнее уследить, потому что они не оставляют там характерный запах вот от табака, от никотина, да, и поэтому родителям не всегда так легко понять, что их ребенок пользуется этими
устройствами доставки никотина в организм. Вот согласно представленным данным Государственного таможенного комитета, да, только вот за последнее время, ну скажем так, за последние 2 года на территории Республики Абхазия было завезено более 70 тысяч единиц подобной продукции, плюс комплектующие к ним. И в такой ситуации, вот, на наш взгляд, возникла необходимость государственного регулирования этого процесса. И вот как бы таким образом родилась идея о создании законопроекта, который будет ограничивать как ввоз на территорию Республики Абхазия, также и оборот в Республике Абхазия. То есть это продажа, это реклама, это транзит и продажа комплектующих к этим электронным устройствам доставки никотина в организм. Все-таки это доставляется никотин и в гораздо больших объемах. Мы только будем приветствовать принятие такого законопроекта. И дай бог, чтобы это не откладывалось в долгий ящик. Потому что вот год уже был. Но, допустим, в этой школе, в которой мы как бы работали, с кем мы, там и директриса, и учителя, и классные руководители, они все были очень внимательны к этому. Но они же не могут бегать за всеми детьми абсолютно. Вы понимаете, это не такой простой вот как бы процесс. Спрос растет, как говорится, на эту продукцию, но не снижается. Поэтому все-таки нужно какие-то, видимо, меры принимать. Помимо того, что информационная должна быть, видимо, уже такая пропаганда увеличена все-таки о вреде и опасности этого мероприятия, употребления этих вейпов. Плюс, может быть, все-таки запрет на курение в каких-то общественных местах тоже на эти вейпы. Потому что если сигареты можно, как бы нельзя курить, то это вроде можно и типа, ну, И вроде это не сигареты. Вроде это не сигареты, но все-таки подростки именно в общественных местах все-таки это не делают. Они это все-таки делают как-то более так, в своих компаниях закрытых, скажем так, где взрослых нет. Вот поэтому, ну, я не знаю, вы знаете, если все-таки исследования и Всемирная организация здравоохранения, где производят эти исследования, это сделаются выводы, что это опасно и вредно, я считаю, надо запретить ввоз и все. Желание самоутвердиться в компании друзей характерно для подростка. Многие начинают парить, то есть курить электронную сигарету именно поэтому. Что делать, если ребенок начал пробовать никотиносодержащие вещества? Нравоучения и упреки тут не помогут, уверена психолог Анна Таргашова. Есть определенные признаки, на которые нужно обратить внимание каждому родителю. Во-первых, измененное поведение. То есть, когда ребенок пытается по глазам, вы видите, что он что-то скрывает, что-то прячет, какой-то такой раздраженный, пытается там зайти сразу в комнату и что-то положить куда-то. То есть, это, в принципе, каждый родитель может обратить внимание на это поведение, на поведение своего ребенка, потому что он его знает, что что-то не то. То есть, ребенок хочет сделать так, чтобы что-то было не видно. Дело в том, что дети, подростки, они используют такой психологический прием в употреблении вот этих вейпов. То есть это, знаете, между желанием начать курить, попробовать, и между запретом родителей. Но когда, естественно, родитель выступает против, подросток тут же ему говорит о том, что ну ведь я не курю, это же не никотин, это же просто пар. И вот здесь вот, конечно, родителю просто необходимо довести дело до конца. То есть просто подробно, логически объяснить, что это такое, что пользы совершенно никакой нет, кроме вреда. Вообще, совет родителям в данном случае, что родители должны делать? Ни в коем случае не кричать, не наказывать, потому что упреками мы, кроме негатива, кроме протестной реакции у подростка, ничего не вызовем. И если сейчас мы выкинем перед его глазами этот аппарат, да, так называемый этот вейп, то он достанет средства и купит другой, только мы об этом знать не будем. Поэтому самое главное поговорить с подростком по душам, дать понять подростку, что вы в курсе этой информации, что он курит, но при этом не критиковать его, не вызывать такое вот состояние как бы обиды, раздражения на родителя, да, что ему что-то запрещают, просто диалогом. Второй момент, на что родителям нужно обратить внимание, это прежде всего наладить их отношения. Вот я всегда говорю, что очень важно детские родительские взаимоотношения и
сам уклад семейный в доме. То есть нужно задать родителю два вопроса. Первый вопрос, что побудило подростка первый раз попробовать это. И второй вопрос, какие чувства он испытывал, что давало ему ощущение, когда он это вдыхал, вот эти пары. И здесь нужно подойти к этому вот моменту очень-очень аккуратно, потому что как только вы получите, а вы, если постараетесь, вы получите в доверительной беседе ответ, вам будет ясно, что испытывает, для чего сделал ваш подросток, девочка, мальчик, и девочек я тоже не исключаю. В разговоре с подростками надо делать упор на все плюсы жизни без вейпа, найти объяснения, которые будут работать. Просто ребенок не воспримет это, когда взрослый начинает упрекать, что ты заболеешь, у тебя легкие почернеют, у тебя там будет рак, разовьется, ты будешь кашлять, как курильщик. Я хочу сказать, что в подростковом возрасте они так себя хорошо чувствуют, в основном физически здоровые, поэтому им, подросткам, представить, что будет через 10 лет с ними, ну, это бесполезно, да, то есть они хорошо себя уверенно чувствуют, они здоровые, у них жизнь вся впереди. Вот, и слава богу, здесь нужно родителю ставить акцент на здесь и сейчас. То есть, что беспокоит больше всего девочек? Ну вот вопрос, конечно, внешность. Значит, родителю нужно исходить из того, что просто объяснить. Вот смотри, ты борешься, тут у тебя один прыщик вскочил, ну катастрофа, ты все мазилки, которые, возможно, перепробовала, для тебя это трагедия. Ты представляешь, что будет, если ты будешь вдыхать эти пары? Будет просто то, что кожа пожелтеет, станет вялой, появится не один прыщик, а уже несколько прыщиков, да, то есть и объяснить механизм, почему, что это не просто слова, а за счет того, что вот эти вещества, они просто являются вредными для твоих клеток кожи. Если мы о мальчиках говорим, опять-таки тоже действовать здесь и сейчас, не что с тобой будет через 10 лет, что ты там опять-таки рак себе заработаешь, нет. А вот для тебя что сейчас важно? Ты хочешь быть подтянутым, ты хочешь, чтобы на тебя обращали внимание девочки, ты хочешь, чтобы у тебя мышцы были в тонусе, но если ты будешь употреблять подобные препараты, то чисто физиологически у тебя тонус упадет, внешность у тебя не будет настолько подтянутая, даже твои упражнения спортивные, которые ты ранее выполнял с легкостью, в дальнейшем просто ты будешь как старичок, ты будешь испытывать одышку, тебе будет некомфортно, ты будешь уставать. То есть перевести вот это вот состояние последствий, побочных эффектов на здесь и сейчас. Между тем, продавец табачного магазина в разговоре с нами усомнился в том, что удастся перекрыть кислород вейпом. Запрет, по его мнению, лишь усилит приток на рынок нелегальной продукции. Ребенок сюда приходит, вы ему отказываете Да. в продаже электронных сигарет, вообще Вообще табачных, да. любого, да. И не факт, что он не обратится в другой магазин табачный, и там ему не продадут. Вы вообще слышали что о таких случаях? Слышал, но говорить не буду. Продают, в любом случае, все продают. Просто никто вам это не скажет. Как вы относитесь к идее на законодательном уровне ввести запрет на ввоз вообще электронных сигарет всех вообще на территории Абхазии? Лучше бы, конечно, было бы, чтобы не запрещали, а ввели какой-то контроль над магазином, чтобы не продавали людям, детям, подросткам, кому нет 18 лет. Как-то так. Запрещать это... Вы думаете, что запрет не будет работать? Да, все верно. Как будут обходить запретные мероприятия? Не знаю, найдутся люди, которые будут покупать это где-то в другом месте, как-то перевозить сюда и продавать незаконно, так выражусь. Я уверен. Конечно, существует вероятность, что полностью там запрет не решит всех проблем, но тем не менее, если он будет применен, или если бы он был бы применен половинчато, да, что я имею в виду, то есть если был бы введен запрет на ввоз, но не было бы запрета на продажу, или наоборот, запрет на продажу даже несовершеннолетним, да, там до 18, до 21 года, а ввоз был бы разрешен, тогда, конечно, он бы не имел бы эффекта, этот законопроект, и закон впоследствии, я надеюсь, он станет законом, да, но такой комплексный подход, который мы использовали в создании этого проекта закона, который предполагает как запрет на ввоз, так и оборот на территории Республики Абхазия, вот я говорил выше, да, это имеется в виду продажа,
оптом в розницу, да, там, комплектующих к этим устройствам, реклама, транзит, ну, все, что связано вот, как бы, да, там, с оборотом и возможностью и легкого доступа к этим устройствам, тогда это будет иметь результат. Даже если будут случаи, как вот говорит тот парень, с которым вы беседовали, да, там нелегальной продажи, по крайней мере для детей и подростков это не будет легко доступно. А для нас все-таки крайне важно ограничить детей и подростков от последствий употребления вот этих вредоносных химических, по сути дела, испарений в организм. Вот я читаю там комментарии некоторых пользователей соцсетей, которые обращают внимание на то, что вот лучше бы там запретили продажу никотина, обычной табачной продукции, да, там алкогольной продукции. Ну, мне кажется, здесь не стоит смешивать понятия или подменять понятия. Да? Ну, у нас есть законодательство, которое регулирует и запрещает продажу несовершеннолетним как алкогольной продукции, так и табачной продукции. А вот именно эти устройства, они никак государственным регулированием не охвачены, поэтому это как дополнительно. Плюс, конечно же, у нас есть законодательство, закон о рекламе, который запрещает также и рекламу алкогольной и табачной продукции. Просто, видимо, люди, которые комментируют в социальных сетях, недостаточно глубоко ознакомились как бы с существующим законодательством именно в этой сфере. А данный проект закона, он будет дополнять сферу регулирования. Мы понимаем, с одной стороны, что были вложены, наверное, определенные средства в то, чтобы приобрести эту продукцию, привезти в Абхазию. И вот не хотелось бы совсем у разбитого корыта оставлять людей, хотя тут в этом вопросе, вот, откровенно если говорить, меня больше интересует здоровье наших детей, подрастающего поколения, чем экономическая выгода или потери людей, которые этим занимаются. Число подростков, которые ведутся на распространенное заблуждение о том, что парение – это безопасная альтернатива табаку, по всей видимости, будет только увеличиваться. Объяснять, что это не безобидная забава, а зависимость мало. Необходимы ограничительные меры здесь и сейчас.